تخبي حيك شوية وانزه شحوة قزي بشو وسخن حريه آخر يحتاج استخدام رسول عصريك شيء وبيقومت مارتي برزعن حزيكم شيء وياشتخ نحكو بجليت شقدروا يبشو يخا بريزيدنت داش يمشي خمس ستويت الدراسة حيفلرا شزرزو يشوف بيبشو أجي بامتوكو آخر أحساسات عاي زين سيبشوزر حيفلرا عصر دويت أبزر شمس حترسكو أيوزشا Валерий Ильич Шатшинихет амзуи барзы айку шаралым цит юмшхымшты казамыз уиза сара ансферт харатахума яшоп хасиб хазот хахейкуфез сазхёб физарапа атак раадзара. Единственное, о чем мы просили секретаря Совбеза, там был пункт, который гласил о многоуровневом отношении со странами, которые соседничают с нами. Мы просили только об этом, но нас не услышали. Я хотел бы по этому пункту знать ваше мнение. Что касается концепции, если мне не изменяет память, документ рассматривался здесь, в Комитете по международным делам, и принимался на Совете Безопасности, в том числе в вашем присутствии. После этого ко мне приходил ряд депутатов, они сказали, что хотели бы, чтобы в этой концепции были иные формулировки. Официально вам хочу заявить сейчас и здесь, пожалуйста, от имени парламента дайте формулировки, и они туда будут внесены. Моя позиция состоит в этом. Если это мнение парламента, оно будет учтено. Вопросов нет, и проблем по этому поводу тоже нет. Сегодня, исходя из того, что происходит вокруг нас в России, средств массовой информации, в Грузии, заявления Зурабишвили, отдельных грузинских политиков и так далее, у меня и не только у меня лично складывается впечатление, что вокруг нас активизировались внешнеполитические игры, переговоры, не знаю, как правильно это назвать, и мы неадекватно реагируем на эти угрозы. Мы не можем сегодня позволить себе участвовать в этих делах как объект. Мы субъект международного права. Вы прекрасно понимаете, что с того момента, как нас признало хотя бы одно государство в мире, мы автоматически становимся субъектом международного права. И когда сегодня активизируются переговоры между Республикой Грузия и Российской Федерацией, вести себя подобным образом, привозя сюда людей из Грузии, делая заявление о том, что мы, еще раз говорю, я уверен, что вы, ваш аппарат исходил из положительных каких-то пожеланий, но тем не менее мы говорим о том, что мы допускаем возможность создания условий для ведения многоуровневых переговоров с Грузией. Тут же отмечается, что есть международный формат, мы готовы говорить с ними за рамками международного формата. Прошло немало времени, когда ваш представитель в парламенте приходил, и мы обсуждали этот вопрос. Очень корректно, хотя моментами довольно эмоционально, мы высказали все на эту тему. Ваш представитель человек очень квалифицированный, знающий. Это одно из немногих кадровых назначений, которые можно поприветствовать. Хотелось бы сказать, что мы тогда обратились, и до сегодняшнего дня не знали, что кто-то ждет от нас письма. Хорошо, что мы пригласили, вы пришли, нам сказали. Я хотел бы еще раз сказать, что если мы не будем вести свою в некоторых вопросах самостоятельную политику, а будем подыгрывать некоторым нашим доброжелателям за пределами Республики Абхазия, демонстрируя в грузинской стороне, что мы под давлением извне можем вести какие-то переговоры, включать определенного рода фразы в нашу концепцию, делать еще какие-то телодвижения. Вот у нас сегодня ситуация какая? Мы когда говорим о создании такого формата, как многоуровневые переговоры, создание условий
Но нам объяснили, что это касается бизнеса, народной дипломатии и так далее. Ну а что, если в частном порядке гражданин Абхазии выйдет в Грузию и будет там решать вопросы, связанные с бизнесом, да, еще какими-то делами? Это допустимо или нет? Мы, к сожалению, не знаем реакции администрации президента на все эти события. Как нам воспринимать? То есть люди на самом деле спрашивают, это можно или нельзя выезжать, заниматься такими рода вопросами, такой деятельностью, не просто за пределами Абхазии, понятно, что в других государствах можно, а именно в Грузии. Откуда вопросы эти возникают? В том числе, исходя из этой концепции, потому что, честно скажем, фраза довольно размытая. Мы сегодня, я еще раз говорю, в целом концепция, ну, насколько можно, она всегда пишется в тезисах. И тезисы здесь очень правильные и корректные. Но мы сегодня, наверное, тоже не признаем существование Республики Грузия в международно признанных границах, да, Объединенных Наций. У нас организация признает ее, в том числе включением Республики Абхазия в состав. Мы об этом не говорим. Мы не говорим еще о многих вещах, о которых стоило бы сказать. Возвращаясь к тому, с чего я начал, не хочу здесь просто набил оскомину, уже мы неоднократно это обсуждали, но цепь событий, касающихся последних наших шагов, они наталкивают на мысль, что или кем-то это предлагается, или мы усиленно шлем сигналы Грузии в том, что мы готовы сегодня разговаривать с ними на всех уровнях, вести с ними дела и так далее. Вот в концепции здесь сказано, буквально за абзац до того, что говорится о создании этих условий. Важным шагом на пути к нормализации отношений должен стать документ, фиксирующий отсутствие у сторон намерения возобновить боевые действия. Принятие подобного документа станет гарантией мирных намерений Грузии, продемонстрирует готовность Грузии к подлинному равноправному диалогу. По-моему, стоило бы на этом остановиться. Хотелось бы, чтобы в будущем у нас не один, не два, не три раза вот эти события возникают, да, мы могли бы, исходя из работы вашей администрации, а возглавляет ее опытный человек, какие-то заявления от имени президента по таким вопросам о допустимости или недопустимости какого-то ряда, порядка действий и так далее слышать. Внешняя политика – это та отрасль государства, в которой мы должны быть едины все. Да? И если вопрос только в многоуровневости или в других формулировках, чтобы каждый визит любого человека и отдельно взятого человека не расценивался внутри каким-то превратным образом, мы можем поменять формулировки, да, и я думаю, что мы обсуждали, что будем вносить изменения в эту концепцию, парламент предложит, в ближайшее время мы предложим. Концепция не должна стать камнем преткновения, да, это документ, который подразумевает и безопасность государства, и значит, жизнь государства во внешнем мире, взаимоотношения между государствами, дружественными и недружественными. Я думаю, мы можем прийти к единому мнению на этот счет. Я не думаю, что только в одном слове там проблемы. Предлагаю парламенту поработать и, значит, представителям администрации президента вместе поработать над этим документом, чтобы впоследствии у нас не возникало вот и у людей, и у различных политических партий, организаций, значит, мнений по этому поводу разного толка. Я думаю, мы можем к этому прийти. 4 помощника президента сегодня оказались неуделы, или они подали в отставку. Вообще, это только в течение года. Вы представляете, в течение одного вашего года работы 4 ваших помощника позволяют себе, я вот, на мой взгляд, я не знаю, какие вещи. Один посягает на Конституцию, второй обвинен в терроризме, Сакания в пересечении государственных границ или встречи с представителями Грузии. Корчава тоже политик,
простите, ну не знаю. Вы можете мне вот просто мне, как, я не знаю, просто как гражданину Абхазии, не говоря уже как депутату, объяснить, что происходит в государстве? Выступление мое, жаль, абхазское телевидение вообще меня старается не показывать, я не в фаворе у них, и тем не менее. Я там как раз-таки говорила, что по вопросу коррупции в комитете по бюджету огромный пласт, огромный, просто наиогромнейший пласт работы для того, чтобы людей можно было бы просто привлечь. Но мы начали почему-то с врачей. И у меня вот этот вопрос. Вот вы как президент, опишите, пожалуйста. Мы, знаете, это сейчас процитирую нашего коллегу Александра Золотинсковича. Мы сажаем за велосипед, но за грабеж и воровство бюджетных денег у нас люди живут припеваючи. Ответьте, пожалуйста, вы год проработали, обычно работа или полезность президента, или коэффициент полезного действия президента – это 100 дней работы, 300 дней работы. У вас вот 365 дней работы. Расскажите, пожалуйста. Что касается помощников, значит, в соответствии с штатным расписанием в администрации президента 3 помощника состоят в штате. Остальные, значит, это внештатные помощники. Из тех, кого вы перечислили, в штате состоял только Авицба. Да, сегодня эти люди не работают, и сложилось так, что у каждого были свои причины, по которым они подали в отставку, или наоборот, я принял решение их освободить от занимаемой должности. К этому вопросу так бывает в жизни. У нас бывает, что меняют премьер-министров, министров внутренних дел. У нас в практике было, когда в течение 5 лет у нас поменялся 5 раз премьер-министр, 5 раз министр внутренних дел. Вы, как опытные люди, наверное, знаете, что помощник – это не такой руководитель, от которого многое зависит. У помощников нет никого в подчинении. Они, как правило, особенно те, кто на общественных началах, занимаются какими-то точечными вопросами. Вот так бы я ответил на этот вопрос. Далее, вот вы сказали мне о том, что я поднял 2 темы – коррупция и энергетика. И вот дело началось с того, что начали создавать проблемы с врачами. Что касается противодействия коррупции, эта тема у нас получила новое развитие с 2015 года. В 2015 году был принят закон, в 2015 или 2016 о противодействии коррупции. Было создано специальное управление при Генеральной прокуратуре. И за этот период, с 2016 года по настоящее время, контрольная палата направила около 38 материалов в Генеральную прокуратуру. Я попросил контрольную палату сделать справку обобщающую, что по этим материалам мы имеем, к чему эти материалы привели. Если мне не изменяет память, мы никаких результатов не имеем за это время. На самом деле ни один человек сегодня не сидит в тюрьме. Вы должны, как государственный деятель, с учетом вашего опыта, уверен, знаете, я не даю прямых поручений генеральному прокурору, у меня таких полномочий нет. Я делаю анализ деятельности и задаю вопросы. Ну, 38 материалов контрольной палаты, никаких решений нет. Значит, кто-то не дорабатывает. Или контрольная палата пишет что-то не то, или Генеральная прокуратура закрывает на это глаза. Или. Правда, где-то ее надо искать. Этим должны заниматься компетентные органы. Но если вы помните, вот весной, не весной, а летом прошлого года, по материалам не контрольной палаты, а по материалам оперативных служб было возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора Абхазавтодора. И там речь не идет о 2 рублях, там речь шла о 20 миллионах рублей. Это только один из эпизодов. Но дело сегодня в ближайшее время будет передано в суд. Была избрана мера пресечения в отношении подозреваемого. Мера пресечения была изменена. Известные общественные деятели в эту деятельность постарались вмешаться в качестве ходатаев.
И человека, значит, да, ему под 70 лет, он находится под домашним арестом, дело находится в суде. Я как бы не сторонник подходов к этим вопросам, вот, знаете, как наскоком. Это большая проблема, ее нам надо решать всем вместе. И желательно давать такие оценки выверенные. Вы, наверное, знаете, что в Генеральной прокуратуре много и других дел. Некоторым депутатам, моим коллегам, доводилось присутствовать на совещаниях, которые я провожу в рамках комиссии по повышению качества и эффективности деятельности правоохранительных органов. У меня там разговор непростой. Но почему не принимаются меры? Я никогда себе не позволял и не позволю называть имена и фамилии, говорить, привлеките человека к ответственности. Я говорю о другом. Если в этом поступке есть состав преступления, принимайте должным образом меры. Это они могут возбуждать, считать нужным или ненужным и так далее. В мою практику политическую не входит такой элемент, как принуждение Генеральной прокуратуры. Генеральная прокуратура и руководство Генеральной прокуратуры, у меня с ними очень сухие деловые отношения. И никаких личных дружеских отношений нет. Что-то получается, что-то не получается, наверняка есть ошибки. Все есть в нашей практике. Создать государственный институт, эффективно работающий, требует большого количества времени. Но в деятельности, связанной с противодействием коррупции, существенную роль будет играть судейское сообщество. Там у нас тоже проблемы. Там у нас огромное количество в законодательстве пробелов, я об этом говорю. Рауль Лолу это знает, Каха Пертая знает, Славик Агарба это знает, они в эту комиссию входят. Но закон о противодействии коррупции приняли несколько лет тому назад. Этот закон не работает, потому что он должным образом не доведен до конца. Не будет у нас люди привлекаться, если мы не поменяем некоторые законодательные нормы, если мы не введем назревшие уже правовые нормы. Они прописаны. Здесь у вас лежит пакет законопроектов. Надо их посмотреть или отвергнуть, или доработать. Но надо будет на самом деле говорить о таких вещах, как конфликт интересов, как незаконное обогащение, как антикоррупционное ограничение, которое человек-чиновник должен на себя возложить добровольно. Без комплекса мер эта проблема не будет решаться. В последнее время мы сталкиваемся с такой проблемой в судейском сообществе. Заработную плату повысили, техническое оснащение осуществили, сбои появились, распределение дел. Это тоже стала конфликтная ситуация. Реформы, которые были проведены в судебном сообществе, они на этом этапе не дали должного результата. Нам тяжело, у нас нет специалистов, крупных правоведов. 204 статья, если мне не изменяет память, ей 12 лет, организация преступного сообщества. По этой статье ни один человек никогда не привлекался в течение 12 лет. Это спящая мертвая статья, потому что в свое время, видимо, нужно было дать дань моде. Вот так обстоят дела, если коротко, о противодействии коррупции. Что касается энергетики, поподробнее я хотел бы вас спросить, что вы имеете в виду. По энергетике проблема, которая накапливается, наверное, десятилетия. Хочу ваше внимание обратить на следующее. В 2016 году был подписан договор с компанией, которая осуществила технический аудит, изучила все проблемы нашей энергетики. Этой компании было переведено 56 миллионов рублей. Там было несколько компаний, квалифицированные компании, которые знают, как работать в этой отрасли. Они дали соответствующие рекомендации. Наша энергетика нуждается в серьезных инвестициях. Они посчитали объем инвестиций в 21 миллиард рублей. Расписали это на 9 лет, с 2017 по 2016 год. В энергетику необходимо было, и этот вопрос до сих пор актуален, вложить 21 миллиард рублей. За 4 года удалось вложить 800 миллионов. Всего 800 миллионов рублей. Поэтому мы имеем эту проблему. И проблема энергетики не будет решена в ближайший год-полтора. Она потребует еще большего времени.
Если ее можно было бы так легко решить, ее бы решили за это время. Но были шаги, которые не требовали денег. Например, мне непонятно до сих пор, почему вот есть документы, которые подписывали бывшие руководители Черноморэнерго. Ну вот просто элементарный пример того, что вы сейчас говорите. Просто вот сейчас, как говорится, на злобу дня. Вы вот только что сказали, счетчики, приборы учета. Спасибо, Что хочу? Приборы учета. Можно я вам скажу? Мы сидели на заседании бюджетного комитета. Депутаты, коллеги мои, лично я в этом как-то мало смыслю, именно депутатами было предложено ввести в расходную часть бюджета закуп приборов учета. Но можно я хочу сказать, я знаю, что там сумма должна быть очень большая, но я хочу сказать, мы в течение определенного периода времени можем это себе позволить. Если мы можем позволить себе закрывать субсидирование процентов на 50 миллионов, то, наверное, на 100 миллионов приобрести приборы учета мы можем себе позволить. Да, во-первых. Более того, Аслан Георгиевич, простите, вот все, что вы говорите, я с вами соглашусь. И мы всегда, когда обсуждали с вами, и когда вы были депутатом, мы во многих вопросах с вами соглашались. Но вот вы просто, можно я прокомментирую то, что вы сказали? Вот совершенно вы правы. Прокуратура – это тот орган, куда никто не может вмешиваться. И я с вами соглашусь, что вы не обязаны были вмешиваться. То есть есть определенный у вас законом, полномочия, да, у каждого своя сфера. Простите, я немножко как-то, видимо, теряюсь, но неважно, суть не в этом. Суть в том, что я хочу тогда вам, друзья, напомнить. 260 миллионов Абхазтопа. Это просто грабеж, вот понимаете, просто грабеж среди белого дня. Но мы 2 миллиона 500 врачам вспомнили. Но это просто... Я, Аслан Георгиевич, от вас не требовала, чтобы вы сказали, или там надо вмешаться в работу прокуратуры, или не надо. Я не об этом говорила. Я говорила о несоизмеримости. 2 миллиона 500, образно говоря, хотя 1,5 миллиона я вообще оспариваю, там вообще неправильно была постановка вопроса с точки зрения бухгалтерии, но это второй вопрос. Это уже технические. А Абхазтоп 74 миллиона было до 2014 года. Сейчас один из представителей, который тогда допустил недостачу в сумме 74 миллиона, работает руководителем. Это раз. Не считая остальных 260, это 190 миллионов другого руководителя. Вот. Теперь по вопросу того, что на 1 200 000 парламент обратился, мы не приняли, до сих пор не принят бюджет 2018 года, мы обратились в прокуратуру. Один из тогда кураторов инвестпрограммы сегодня тоже работает на руководящей должности. Я хочу спросить, Аслан Георгиевич, мы как-то, знаете, мы, видимо, с вами разговариваем на разных немножко языках, или мы в двух разных государствах живем, я не знаю. Но я знаю одно. Если надо было начинать борьбу с коррупцией, и это было ваше непосредственное распоряжение или ваше, так сказать, воззвание к тому, что вот давайте будем, и я с вами в этом соглашусь, и я согласилась у вас там, на приеме у вас, то сегодня я не могу понять, для чего начинать надо с врачей было. Для чего? И еще один момент по поводу ваших помощников я скажу и больше говорить не буду. Я хочу сказать, да, они у вас вне штата работали. Да, в администрации президента. Но я хочу сказать, каждый из них позволил себе такие вещи, которые тянут на предательство. В моем понимании. Вот в моем личном понимании. Вот, я не знаю, как вам это понравится или нет. Начну с Аканя. Сакани Алаша, мы его все знаем и хорошо с ним дружим. Это, понимаете, недопустимые вещи. Тогда, когда было в закрытом режиме у нас заседание, вы сказали, я не в курсе был. Все были в курсе, но вы тогда не были в курсе. По Ахре Авицба. Когда Ахра Авицба, есть кадры, где вы говорили, что он свой хороший парень, сегодня он оказался террористом. А я хочу сказать, что нельзя допускать для достижения своих целей, понимаете, привлекать таких людей, от которых потом уже сам готов отбрыкаться. Это второе. И третье, Квирая. Квирая позволил себе, вот я хочу опять обратиться к своему коллеге Раулю Лулуа, который предлагал 2 статьи
вот тогда уголовной ответственности и невозможности все это приравнивалось к предательству. Уважаемый Рауль Валерьевич, было такое? Можете ответить на вопрос мне? Работают. Они работают? В данном конкретном случае по отношению к Верая они работают? А я хочу сказать вам, как банкир, бывшим банкир, вы знаете, что такое вывести из-под, вот завести сюда деньги со стороны Грузии? На каждом документе будет написано, государство, которое получает эти средства, будет написано Грузия. Вы как работник, бывший работник СГБ, председатель СГБ, это точно знаете. А куда делся наш финмониторинг? Куда вообще это все смотрит? Куда? Я не понимаю, как это можно? И я, знаете что, Аслан Георгиевич, может быть, я опять позволяю себе лишнее, потом анонимы будут писать, что я невоспитанная или воспитанная, не знаю. Но я хочу сказать, знаете как, мне 52 года, у меня растут дети. Мои дети жить в такой Абхазии не хотят. Я, может быть, плохой патриот, я, может быть, плохой депутат, но я, наверное, хорошая мать. Я люблю своих детей, и я хочу, чтобы мои дети жили в Абхазии. Спасибо, и я покину этот зал. Вы правильно говорите, проблемы в энергетике возникли не 5 лет тому назад и не год назад. Они возникли 25-30 лет тому назад и по сей день не решены. Говорить о личной вашей ответственности здесь нас было бы нечестно, несправедливо. Но, тем не менее, вы сегодня, как глава государства, столкнулись с этими вопросами. Предлагаем вам пойти в этом деле навстречу депутатам парламента. Тем более, что здесь подавляющее большинство депутатов, я не ошибусь, если скажу, что поддерживало эту идею, в том числе и идею ремонта отрезка линии, которые от Швара. Но, к сожалению, понимания в этом вопросе мы не нашли. Другая сторона вопроса. Мы говорим об этом, приводим цифры, говорим правильные вещи. Приятно слышать от квалифицированных специалистов. Вопрос. А как все это вписывается к следующей теме, которая уже надоела всем? Теме майнинга. Мы, не имея электроэнергии, загружаем. Мы встречаемся с вашими представителями на начальном этапе и говорим, не делайте. Сперва давайте попытаемся поставить приборы учета. Пойдем по линии того, что посмотрим после ремонта, после восстановления энергосистемы, после ряда шагов, что высвободится. Давайте создадим понятные, прозрачные условия. Тем более говорится, что есть определенное количество электроэнергии. Это определенное количество на всех желающих не хватит. То есть мы всего этого не делаем, казалось бы, логически правильные шаги для того, чтобы это все было понятно и доступно. Более того, начинаются какие-то непонятные разговоры вокруг того, что да, депутаты то, что предложили уже там в министерствах и ведомствах знают, они готовы навести порядок в этой сфере. Происходит вторая встреча. Сегодня уже третий этап. К нам приходит бумага с предложением, в том числе конфискации и так далее. О чем это говорит? Это говорит о том, что этот шаг был неправильный. А что, признать неправоту и попытаться что-то исправить, это преступно? В наших с вами взаимоотношениях такого не было. Я не помню, что мы кого-то в чем-то здесь упрягали. Я помню, когда вы здесь находились, выступали с критикой, выступали довольно-таки корректно, вносили свои предложения. Такие же депутаты мы сегодня здесь. Следующий вопрос. Уважаемый Аслан Георгиевич, я инициировал с поддержкой и при участии наших коллег повышение пенсии отдельным категориям пенсионеров. Имеется в виду те пенсионеры, которые не получают пенсии из Российской Федерации. Количество людей этих сегодня уже перевалило за 8 тысяч. Оно будет расти. До недавнего прошлого, чтобы мы не говорили, вообще хочу уйти от этой темы. При ком что было? При каждом президенте что-то было хорошее, и что-то будет не совсем, и то же самое при вас будет.
о ком-то говорить плохо, для этого сперва надо сделать самому что-то хорошее. И у вас те же проблемы, что у предыдущих руководителей. Мы пришли, вот здесь председатель комитета по социальной политике в том числе, мы пришли к соглашению, что, понимая всю тяжесть экономического положения в республике, мы не можем с 1 января повысить этой категории пенсионеров пенсии. За последние несколько лет абхазская пенсия для тех, кто не получает российской, со 150 рублей поднялась минимальная до 1750. Это мало, ничтожно мало. Хотя отдельным категориям, круглым сиротам и детям-инвалидам мы там сделали по 6 и по 4 тысячи. Считаю, что сделали правильно. Это было года полтора тому назад, 2-3, но свелась эта работа. Сегодня мы просим для того, чтобы увеличить пенсию со второго полугодия всего 25 миллионов рублей. Непонятно упорство руководителей ваших министерств, которые здесь ни в какую не хотят идти на этот шаг, хотя мы идем на компромисс. Я хотел бы маленькую хронологию привести вам. 17-й год, как все мы помним, мы так динамично приняли закон об электроэнергетике. И хочу всем напомнить, не на радость действующей на тот момент власти. И там мы были все солидарны, независимо от политических предпочтений. Да, и поэтому я прошу не политизировать данный вопрос там, и СМИ, и всем заинтересованным лицам. И на данный момент, на мой взгляд, может, я ошибаюсь, происходит такая негласная ревизия данного закона. И одной из следственных причин является хищение в особо крупных размерах электроэнергии, я имею в виду рублевый эквивалент, хотя я не специалист в уголовном праве, и спасибо Саиде Рушниной, она мне подсказала, что в уголовном праве электроэнергия не считается государственным имуществом. Но тогда есть другая статья, 162, если не ошибаюсь, Уголовного кодекса, которая гласит о нанесении ущерба государству в особо крупных, даже я бы сказал, особо-особо крупных размерах. Что я имею в виду? Мы начали получать переток за месяц запланированного периода в связи с остановкой Ингургеса. Это сотни миллионов рублей, по той цене, по которой мы получаем электроэнергию со стороны России, даже с учетом лимита ежедневного. И ущерб происходит в режиме онлайн, здесь и сейчас, как говорится. И тем более, если у нас есть специалисты по подсчету амортизации оборудования, я имею в виду трансформатор и линии электропередач, которые накаляются до красна, и с учетом такой динамичной амортизации они в течение ближайших 2-3 лет будут выходить из строя как семечки, простите. И это уже такой ущерб получается на перспективу нашей энергетики. И мне кажется, в этом вопросе мы должны все консолидироваться и не обещать народу, что у нас есть периоды свободной генерации или вообще свободная генерация. И хотелось бы напомнить, в 2017 году, почему мы вообще так быстро и, кто-то подумал, на скорую руку приняли тот закон. Цена вопроса на тот момент была несоизмерима даже с ценой вопроса нефтедобычи, которая тоже бурно обсуждалась. И я считаю, здесь нужно консолидироваться и не политизировать данную тему. Я бы предложил ограничить или блокировать социальные сети на территории Абхазии. Все без исключения. Но предвкушая, знаете, ответы и мнения защитников свободы слова и свободы самовыражения, хотел бы сказать, что есть такая техническая возможность создать свою абхазскую социальную сеть без наличия анонимов. Анонимы, на мой взгляд, еще несут колоссальную опасность для наших детей.
которые тоже невольно становятся, да, зрителями действий, происходящих на просторах соцсетей. И что они видят? Обезличенность порождает вседозволенность. Вседозволенность порождает безнаказанность. И как бы мы ни воспитывали наших детей со всеми канонами Абсвора или элементарными нормами поведения современного общества, все равно это будет откладываться в формировании их характера. Уважаемые коллеги, ну, если это интересно, для того, чтобы стать энергетиком, нужно, видимо, несколько лет в тонкостях понимать процессы, которые там происходят. Я точно не энергетик, но как это мне представляется, почти каждый день работаю с документами, которые получаю от энергетика. Вопрос, который потребует как минимум 5 лет решения этой проблемы. Это как минимум 5 лет. Люди, которые был заказан вот этот документ, они прописали реализацию этого документа в 9 лет. Есть шаги, которые необходимо предпринять в первую очередь. И я хочу их вам озвучить, они там прописаны. Первое, что мы должны будем сделать, это невозможно делать сейчас в условиях перетока. Это нужно сделать хотя бы с 1 января будущего года. Установить экономически обоснованный тариф. С учетом того, что мы деньги на генерацию не тратим. Экономически обоснованный тариф, который имеет отношение к доставке электроэнергии по этим сетям изношенным до потребителя. Это непопулярная мера. Без этого невозможно. Но если даже исходить из того, что мы сегодня имеем 40 копеек, большая часть не платят эти деньги. И не платят потому, что нет приборов учета потребления электроэнергии. Там, где приборы есть, 90% платежей мы обеспечиваем. Так было. Значит, эти приборы надо установить. Для того, чтобы все население, физические и юридические лица, оснастить этими приборами, нужно около 1,8 миллиарда рублей. В свое время бывшее руководство Черноморэнерго говорило на эту тему с международными организациями. И они обещали некую помощь. Скажем так, эта помощь не носит пока ни конкретного характера. Я этих международников не видел, но мы в этом направлении работаем. Более того, дано поручение правительству Республики Абхазия. 15 дней, может, с тех пор прошло. Там установлены сроки. Все заводы, их там 5 или 6 заводов в России, установить с ними контакт. Я намерен выходить на всех губернаторов, просить их о том, чтобы эти приборы учета нам были поставлены без оплаты с отсрочкой платежа. Потом каким-то образом это будем взимать. Это в любом случае программа, рассчитанная на 1,5-2 года установления этих приборов. Хотим начать с крупных узловых мест. Это город Сухум, Гагра, там, где наиболее высокие объемы. Вот эти шаги нужно будет сделать. Что касается противодействия майнерам, я каждый день вижу, вот, потребление то уменьшается, то увеличивается. Но коллективная ответственность, она размытая. Статьи Уголовного кодекса, о которых вы говорили, в этом ключе не работают. Но слушайте, у нас же нет других милиционеров, у нас нет других чекистов, у нас нет других прокуроров. У вас есть возможность непосредственного общения с руководителями правоохранительных органов. Профильные комитеты у них могут спросить, почему эти статьи не работают. Я на каждое совещание не приглашаю депутатов, могу приглашать. Я им тоже эти вопросы задаю. А почему не работает? Да потому что никто с этого не спрашивал за это. Потому что никто такие задачи не ставил. Я не хочу ни на кого ссылаться. Проблема на самом деле тяжелая. Она требует осмысленного подхода, грамотного подхода. Идет такая работа. Буду вам признателен, если вы подключитесь к этой работе. По вывозу этого оборудования мы сделали символическую сумму 0,001%. То есть человек может вывести целую машину, она ему обойдется условно в 300-500 рублей с тем, чтобы документ предъявить на российской стороне. Виталий Михайлович, сколько тысяч штук оборудования вывезено за этот период, за короткий? На сегодняшний день 7338. Да, 7 тысяч, значит, люди, да, этот механизм не работает так, как мы хотели бы, но люди потратились, завезли, вывозят.
Значит, что-то делается в этом ключе. Мало, но делается. Эта работа будет продолжена. На местах меры, которые приняты, иногда они срабатывают, иногда они не срабатывают. Но я не намерен эту проблему упускать из-под контроля. На неделе мы примем опять какие-то кадровые решения. Мы вынуждены будем принять эти решения. И все-таки просим вас, вот этот документ, который лежит здесь, с вашими поправками, с вашими замечаниями принять. Это нам может помочь в нашей работе. Это может нам помочь. Что касается линии от Че-Гевара. Линия от Че-Гевара будет отремонтирована. На это отдельные деньги, специальная статья не нужна. Мы без этого решим. Договорились уже. Договорились на уровне Министерства энергетики Российской Федерации. У меня нет опыта общения с этими людьми отрицательного. Я не могу сказать, что эти люди брали на себя обязательства и не выполняли. Такого не было. Они заказали на заводах необходимое оборудование. До 10-15 апреля мы оборудование получим. Это примерно 70 миллионов рублей стоимость этого оборудования. И своими силами осуществим монтажные работы, ремонтные работы, с тем, чтобы оборудование, провода эти повесить, изоляторы и все необходимое. Эта проблема по линии Че-Гевара можно считать решенной. Так мне говорят в моем правительстве, в нашем общем с вами. Так мне говорят и из Москвы. Если будет другая информация, я вас об этом проинформирую. Если идет какая-то масштабная дезинформация президента Абхазии со всех сторон, чуть позже я это пойму, об этом я к вам приду и скажу, что нам делать. Если есть какие-то встречные предложения, готов принять. Что касается пенсии, 25 миллионов рублей, Ченсух, как-то можно это прокомментировать и проблему эту каким-то образом решить? Есть у нас такие возможности? Не, поработаем, это не годится. Надо назвать сроки депутатам, когда мы скажем свое слово по этому поводу. В ближайшее время. Сколько нужно дней для этого? До конца недели. По вот этим 370 миллионам рублей надо посмотреть, есть они в природе или нет. Я извиняюсь, что так вынужден говорить, потому что очень часто информация, которая поступает из официальных источников, к сожалению, так бывает, она тоже требует корректировки и уточнения. Вот надо будет позвать руководителя контрольной палаты, по пунктам сесть и посмотреть. По поводу анонимов, по поводу соцсетей. Ну, даже вот в мою бытность депутатом мы эту проблему обсуждали. На этом этапе сегодня у нас нет технической возможности эту историю закрыть. Таких технических возможностей у нас нет. Завтра, может быть, такая тема возникнет. Но вы, наверное, знаете, что по должности, которую я занимаю, больше всех достается мне. И это меня никак не радует. И в этом вопросе я ваш союзник. Другое дело, нет механизма технического, чтобы эту тему прикрыть сегодня. Аслан Георгиевич, что в обществе не могут понять? Просто понятно, что свет, у нас с энергетикой проблема была и год назад, и 5 лет тому назад, и так далее. И русские, энергетика, Зискюла, хенрахан, нахтоп, ава, егаз раздирам, хоть куре, шнур раздирам, хоть бахтуча проблема, а болезнь проблема, татуча проблема, харье, вы ворон, президент, имя сказать, что в зиге, а бред, тема змызбей, ариха хана бчоп ехал, еха, аби зимкава, еха, сидят биси безом, отсюда нама мят советва. يقول الله شيء يقرخو يبصز شيء شجر وسخ الله شجر وسخ الله عبري حشبز ميايو Еремеевич, вот сатам издарадзе, юху сазыразу, чакала селышимкан, сараярласны, абриамчевже, чирак виджирасневает, абриштышнезевш. Схихота депутация шокруга ангифнела. Не только глава села знает, что у него происходит, и глава администрации района. И депутаты тоже знают в этом районе, что происходит. Давайте вместе походим, на телефон запишем. Хайцхра в этом вопросе непопулярная работа, потому что неприятные вещи слышишь, когда приходишь на места. Но я это, по-моему, продемонстрировал. Я пришел на одну из самых крупных ферм, как это мне представляется, о которой говорили, что ее там нет.
И она сегодня демонтирована. А если у нас будет норма, которая позволит ее конфисковать, она была бы конфискована. Я как гражданин, простой гражданин Республики Абхазия, я имею ли право поехать в Грузию, налаживать бизнес, какие-то отношения? По лечению, там, по нужде, тут как бы вопрос снят, не могу никого осуждать. Вот я лично, вот этот вопрос. И вы, наверное, в курсе, вчера или позавчера появилась информация официально на сайте Службы госбезопасности о том, что готовится государственный переворот. Потом анонимы, о которых, в принципе, уже говорили, начали вытаскивать определенные имена, там, фамилии. Хотелось бы узнать, что именно вот по этому вопросу, это правда или... Я начну ответ со второго вопроса. Знаете как? У меня нет оснований не доверять службе государственной безопасности. Это первое. Я приехал позавчера, 7 числа, поздно вечером. У меня нет привычки вмешиваться в чью-то работу, особенно в такую тонкую материю, и давать какие-то ценные указания. Было бы, наверное, правильно через какое-то время, там идет работа, и было решение суда. Я думаю, что через какое-то время руководство службы будет готово с вами говорить в закрытом режиме. Так я думаю. Если в этом будет необходимость, я их попрошу, руководство компетентных органов, и они давайте в закрытом режиме с вами пообщаются. Дайте им несколько дней, потому что это кропотливая работа и так далее. Теперь, имеете ли вы право ездить в Грузию или нет? А где у нас прописано, что мы, граждане Абхазии, им въезд в Грузию запрещен? Кто-то ездит на лечение. Я, кстати, вот попросил коллег вот документ, количество лиц, переезжающих или выезжающих в Грузию, и сколько там этнических абхазов. Есть имена и фамилии. В частном порядке, но от имени Абхазии туда ездить, переговоры вести, такие полномочия я никому не давал. Мои дорогие друзья, характер наших с вами взаимоотношений со всеми, кто меня как кандидата в президенты поддерживал или не поддерживал, достаточно нормальный, чтобы мы не навешивали друг другу какие-то ярлыки. Если кто-то хочет действительно выдать за желаемое, это не так. О том, что Квирая имеет проблемы, связанные с его деятельностью хозяйственной. По итогам 2019 года у государства накопилось долгов примерно на 150 миллионов рублей. Я к этому отношения не имею. Есть документы, которые об этом говорят. Ни качество выполненных работ я не проверял, ни качество документа, как были составлены, я это тоже не проверял. Но говоря русским языком, его предприятие является градообразующим. Если что, в селе там работает 150-200 человек. Они какие-то деньги в развитие вкладывают, занимаются сельским хозяйством. Он неоднократно приходил и говорил: помогите нам решить проблему с долгами, которые накопились по итогам 2019 года. Мы этому человеку в этом ключе помочь ничем не смогли. Ни одного рубля не отдали. Человек искал рынки сбыта. Он ездил неоднократно в Россию. Он ездил в Крым. Он пытался договориться с российскими железными дорогами. Он пытался решить вопросы производственные у себя. Когда стало ясно о том, что он намеревается ехать туда, а он на эту тему разговаривал со многими людьми, у меня состоялся разговор. Имея статус помощника, даже на общественных началах, ты туда ехать не можешь. Многоуважаемый президент, я бы хотел к вам обратиться по поводу... Здесь речь была о Генеральной прокуратуре. Я знаю, что Генеральная прокуратура подчиняется не вам. Генеральный прокурор, хоть и по вашему предложению, тем не менее утверждается здесь и является отдельной структурой, которая принимает собственные решения. Однако объем отношений у вас есть. Я хочу напомнить, что, как здесь правильно отметила Наталья Викторовна, огромное количество крупных дел, в том числе, Александр Георгиевич, я не буду говорить про отчеты контрольной палаты, в том числе те, которые направила парламент Республики Абхазия на протяжении уже многих лет. Мы с вами еще были коллегами, когда мы отсюда почти законченный состав преступлений есть в отдельных случаях.
И прокуратура существует закон о прокуратуре, в соответствии с которым она должна выдать хоть какую-то реакцию. Я сказал это генеральному прокурору здесь, в этом зале, относительно качества его работы, но он это отрицает, и в данном случае у меня эта просьба тоже обратить на это внимание. По энергетике. Так или иначе, мне кажется, главная опасность для нас лежит в области самого генерирующего объекта. Как мне кажется, если завтра мир нас признает, и Грузия, Республика Грузия в том числе, они нас признают с теми правоотношениями, которые у нас есть по факту. А по факту у нас на балансе нашего государства наш главный стратегический объект энергетический даже не находится на балансе нашего государства. Это конкретно не к вам, это в смысле, что на протяжении 30 лет почему-то ни один из руководителей не поставил на баланс самую крупную, не знаю, самое крупное имущество нашего государства все еще не на балансе. Это ООО «Ингуригес», зарегистрированное на грузинской территории. Если завтра мир скажет, все, Республика Абхазия существует, Грузия тоже скажет, мы останемся без единого киловатта электричества. Относительно создавшейся ситуации по Скурче. Но я не хотел бы, чтобы я не хочу это обсуждать в том виде, в котором это обсуждается. То есть имел ли там президент отношение кто-то. Каждый хочет видеть так, как хочет видеть. Я не в этом ключе хочу задать вопрос. Если человек отрицает, что он не был помощником и в качестве помощника не ездил, тут нечего обсуждать. Это была частная поездка, действительно, но в связи с тем, что человек не скрывает, что речь идет о разблокировке порта. Морской путь, чтобы они в порт могли заезжать корабли, могли приходить туда, и территория могла оживиться. Там же проблема именно с этим главная. В случае разблокировки порта грузинские власти должны принять какое-то решение в отношении блокировки, потому что там главная опасность – это корабли, грузинские военные корабли, которые будут блокировать, могут забирать, могут отбирать. И там вопрос порта встанет. Предположим, в случае решения этого вопроса, власти Грузии должны какое-то решение принять. Видите ли вы какие-то негативные последствия такого рода решений, внешнеполитически негативные? И еще момент один. Люди приходили, достаточно большие группы людей, организаций приходила в парламент с просьбой дать оценку. Мы как раз обсуждаем возможность дачи оценки. Мы сказали, что мы проговорим с президентом и вопрос оценки этим событиям дадим. Будет ли какая-то, в этой части какая-то официальная позиция или оценка руководства страны? Я Слава, хочу обратиться к тебе, Каха, к вам хочу обратиться. Рауль, ты тоже был несколько раз на совещаниях, которые я провожу с правоохранителями. Вы, наверное, помните, что я им комплименты не раздаю. Абсолютно. Я тоже задаю вопросы, почему так, а не иначе. Но у меня к вам просьба, к моим коллегам, а в том числе к моим коллегам. С одной стороны, да, такая картина, очень много недоработок. Мы имеем право, наверное, обоснованное право высказывать свои претензии. Но кто из нас без ошибок? У кого нет ошибок? Кто из нас в этом смысле профессионал экстра-класса? Я просил бы, правоохранительный орган – это наши дети. Это нехорошо, когда кто-то нарушает закон. Тем более, если человек обязан соблюдать закон, он в форме. Этого не должно быть. Но там еще остались люди. Они там есть, которые готовы работать по закону. Им надо помочь. Нельзя так говорить. Меня выступление руководителя одного села очень сильно возмутило, когда он говорил о всех плохо. Так нельзя. Это наши дети. Эти дети зашли в дом, где было очень много оружия. Оружие могло быть использовано. Они получают 18 тысяч рублей. Завтра они не будут заходить ни в какие дома или проводить мероприятия, если мы постоянно будем их критиковать по делу и без дела. Правоохранительные органы – это оплот нашего государства. Это самый главный институт, совокупности институтов. Государство – это право.
И им надо помогать по возможности. Не прикрывать, а помогать там, где справедливое слово, они должны его услышать. Я хотел бы ваше внимание на это обратить. Вопрос, связанный в том, что правоохранительная система это является как бы основой правового государства, и соблюдение законности это вообще бесспорно, и это как базовый принцип, как фундамент построения вообще правового государства, в том числе и судебной системы, где есть правильно критические замечания, есть не только проблемы и такие, скажем, дефекты в законодательстве, связанные с организацией и действием судебной власти, но и в том числе и с практической реализацией отдельными судьями некоторых процессов, там в том числе такой некой, даже я бы сказал, так, корпоративной какой-то, вот, корпоративного интереса. Конечно, привыкли обвинять парламент, что парламент вмешивается, оказывает давление. Как раз-то вот парламент старается оказать всяческое содействие и соблюдать как раз законы и не вмешиваться ни в оперативно-розыскную деятельность, ни тем более в деятельность судебной ветви власти. Хотя у нас, вот опять возвращаемся мы к этой проблеме анонимов и соцсетей, где анонимы под скрывающимися никами, конечно, там полоскают, выдают за действительность, естественно, надуманные вещи, и люди читают, и формируют даже они этим образом общественное мнение. Люди, далекие от органов управления или органов госвласти, или тем более уже от правовой какой-то системы, неправильно интерпретируют, формируют мнение, а потом позволяют себе высказывания в адрес органов власти, в том числе это исполнительных ветвей власти касается. Но есть вот проблема одна, помимо той, которая я озвучиваю, что судебные ветви власти, которые мы можем скорректировать на уровне законодательства. Как и можем скорректировать на уровне законодательства принятия новых законов, связанных там, по борьбе с организованной преступностью, в том числе, которые давно уже действительно лежит на рассмотрении, но никак мы не соберемся и не рассмотрим этот проект. Или там внесение изменений, отдельных каких-то точных изменений, связанных такими основами законов, регулирующих оперативно-розыскную деятельность, или законом милиции, если надо, нужно было вообще давно принять вообще новый закон, регулирующий эту деятельность. Но на практике, как и судьи, мы это видим действительно из практических мероприятий, правоохранительные органы зачастую они превышают свои должностные полномочия, так как парламент, как я уже подчеркнул, не может вмешиваться в действительную деятельность и не может принимать кадровые решения, то хотелось бы, конечно, чтобы вы, как глава государства, обратили такое отдельное внимание на... Оно незаметно как бы общей массе, да, но в процессе реализации все равно формируется, накапливается проблемы, связанные с ошибками некоторыми, которые потом подрывают доверие, потом люди начинают решать вопросы, связанные с своими какими-то, сталкиваясь с этими проблемами, начинают решать по-своему. Хотел бы ответить на вопрос, на второй, который задал Алмаз, вот по поводу возможного разблокирования и так далее. Я правильно понял, да? Ну, вы знаете, как не будет никаких кардинальных решений, если эти решения не будут приняты на уровне парламента и правительства. Какой бы субъект экономики не захотел действовать и так далее. Другое дело, что мы должны ориентироваться на многие факторы, на геополитические, на настроение внутри и так далее. Поэтому я намерен вместе с вами, если вы мне позволите, действовать в духе того обращения, которое парламент направил в Государственную Думу. Я этот документ взял с собой. Это же документ, который направлен, правильно, да? Вот тут написаны такие, на мой взгляд, полезные вещи, что необходимым считаем в 21 веке политика изоляции не может быть эффективным инструментом международных отношений, так как не дает никакого положительного результата, а лишь усугубляет вражду между населением стран, участниц конфликта. Это я цитирую письмо парламента. Одной из задач, решения которой мы видим на сегодняшнем этапе переговорного процесса, является создание условий для разблокирования региона после кровопролитной войны. В этой связи считаем правильным концентрацию усилий в части восстановления транспортного сообщения и так далее. Мы надеемся, или Республика Абхазия всегда будет готова на равноправных условиях участвовать в переговорах по восстановлению транспортных коммуникаций. Вот этот документ лежит у меня здесь.
наверное, ничего не добавил бы к этому. Я просто хотел бы обратить внимание, насколько я это понимаю, сегодня транспортное сообщение между Абхазией и Россией не заблокировано. Конечно. Речь идет о других участках. Так, да, я правильно вас понимаю? Может, напрямую здесь не указано. Я так это прочитал. Это официальный документ, принятый на уровне парламента. По поводу счетчиков вы сказали, было предложение международных организаций, так вскользь упомянули, и вам приходится обращаться к губернаторам, просить и так далее. Хочу напомнить, что вопрос сотрудничества с международными организациями тогда подкреплялся, сразу скажу, СГБ, чтобы нас не смущало, что они международные, и что он документально отражен в служебных записках, в частности, переданных вам, в отчетах и проверках бесконечных Черноморэнерго вот, последние годы. Давайте мы вам поможем в плане том, что мы инициируем приглашение этих международных организаций целенаправленно по этой теме. Там будет идти, по крайней мере, шла. Я не знаю, конечно, насколько актуально их предложение. Я с этим предложением приходил уже к вам в администрацию, мы это как-то передавали. Там о других суммах речь идет на порядок выше, совершенно сопоставимых с теми суммами, которые вам зафиксированы вот, в экспертных документах 2016 года. В этих переговорах принимал участие министр иностранных дел. К счастью, он у нас не поменялся, он действующий министр. И я его попросил, он уже должен был и вышел на эти международные организации. Мы ждем, когда их представители приедут, и хотим услышать, их намерения остались в силе или нет. Будем просить их, если вы дадите добро, что в этом вопросе нам помогли. Наша пятая встреча, это во многом снимает и напряжение между парламентом и исполнительной властью. Мы работаем там с другими министерствами, с ведомствами. Но что касается внешней политики, это ваша непосредственная, как говорится, зона ответственности. И поэтому вот, когда крайний раз мы здесь с депутатами собирались, мы об этом именно и говорили. То есть вопрос внешней политики. Я хотел бы все-таки еще раз определить то, что с парламентом желательно все-таки согласовывать определенные такие направления, блоки направления. Согласовывать, в том числе там, концепцию, вот мы говорили об этой концепции, согласовывать еще какие-то вещи. Мы что-то не дорабатываем, видимо, поэтому. И люди вот сюда приходят, там, почему-то всегда приходят в парламент, почему-то всегда после того, как какие-то волнения возникают, приходят в парламент. Поэтому, наверное, все-таки, да, как-то вот в эту часть надо акцент более сместить, чтобы мы закрывали эту тему. Она очень болезненная для всех, она всегда вызывает такое вот волнение в обществе. Я думаю, что если мы в полной мере будем еще лучше в этом плане работать, взаимодействовать, то таких, я думаю, ситуаций мы будем снимать. Острые углы, острые моменты будем снимать. То, что касается направления парламента в Государственную Думу, ну, вы, конечно, об этом тоже знали, потому что и министр иностранных дел здесь был, мы совместно готовили это обращение, в том числе тоже согласовывали с вами это письмо. И я уверен, что это должно положительно сказаться, там, да, в том числе на перспективу открытия, получается, транзитных грузов. Это не коммерция, да, это там не инвестиции из Грузии, я против инвестиций из Грузии, я считаю, они нам очень опасны. Вот сами инвестиции, деньги грузинские очень опасны. А транзит, конечно, это очень полезно было бы нам. Вот, последнее, что я хотел бы сказать, Аслан Георгиевич, я хочу предложить вам снять вот, указ, отменить указ предыдущего президента о помиловании террориста Лукава. Я считаю, что справедливость в этом плане должна восторжествовать. Конечно же, этого человека уже сюда не вернешь, да, наверное. Хотя, с другой стороны, этот указ дает ему право перемещаться на территории Абхазии, въезжать на территорию Абхазии. У него сняты практически все ограничения. Я хотел бы вас попросить, это, не знаю, коллеги, кто поддержит или не поддержит, хотел бы вас попросить отменить этот указ. Вот, и уже в дальнейшем там правоохранительные органы могут дальше в этом плане работать. На самом деле, такие встречи, которые мы проводим, они очень полезны для меня, потому что я вижу взгляд
на проблему с другой стороны, и это всегда полезно для дела. Если вы не будете возражать, мы можем сделать следующее. Ежеквартальные официальные встречи президента с парламентом, с приглашением ключевых министров, с тем, чтобы тут на месте мы могли принять ряд решений. Что касается энергетики, наболевшая тема. Мы сейчас много о чем говорили по этой теме, и говорили, причем здесь и слушание было, и многие комитетские заседания были. Я думаю, что борьба с майнингами тоже она возможна. Естественно, если мы начнем трогать неприкасаемых, которые якобы ведется борьба, потом они как-то не подключаются и опять же занимаются добычей криптовалюты. Вот если этот вопрос решится, я говорю, все станет на свои места. Если к этой проблеме подключаемся вместе, назовите одного. Я сегодня вечером приду к нему. Я приду, демонтирую все, что... Одного напишите мне, только адрес правильно дайте, ладно? Аслан Юрьевич, у меня такое непонятное, каким-то волшебным образом Государственная комиссия по делимитации и демаркации границ каким-то образом был подменен новой комиссией, абсолютно не ставя в известность председателя бывшей этой комиссии, низама и так далее. Почему это случилось? Это первый вопрос. И второй вопрос. Аибга, мост этот построен, нас поставили в известность после того, как уже был построен. Мы просили, и комиссия от имени комиссии, и как депутат, и как спикер, имеющий отношение прямое ко всем этим делам, просил, чтобы вы поставили, распорядились, чтобы там был контрольно-пропускной пункт. С нашей стороны имеется в виду, конечно. Мы договаривались с российской стороной, что мы не будем предпринимать односторонних действий, пока не будет подписан договор. Раз одна сторона такой, как его предприняла такой шаг, то мы обязаны, не согласовывая, для нас это не спорная территория. Нам навязали этот спор. Но мы обязаны поставить там контрольно-пропускной пункт, потому что люди проходят туда-сюда. Валерий Ильич, официально заявляю, я хочу, чтобы возобновить память моих коллег. Там долгие годы не было условий для проживания пограничников. Осенью, несмотря на то, что денег не было, застава там построена. Мы говорили о том, что когда пройдет снег, будет, значит, пункт пропуска с нашей стороны. Его нельзя назвать пунктом пропуска, но необходимый контроль будет. Снег еще не сошел, Валерий Ильич. Я сказал. Беда в этом. Сойдет, обязательно сделаем. И еще в отношении комиссии по делимитации государственной границы. Я документы подниму и выясню. Насколько я знаю, сюда к вам пришло официальное письмо. Там было прописано представить людей от парламента. Там есть письмо, ваш ответ, за вашей подписью. И вы назвали 3 депутата. Себя почему-то не включили. Я знаю такую картину. Давайте мы ее проверим. Секретарь Совета Безопасности позвонил мне. Он сказал, что на уровне там посла российского, на уровне какого-то Да, они обратились с просьбой сформировать комиссию, да. Он мне говорит, что создают рабочую группу. Думаю, после встречи Аслана Георгиевича с Путиным, какие-то послабления, может быть, решили там по карте, штабной карте там пройтись по границе. Я ему говорю, я даже обрадовался. Я говорю, хорошо. Он говорит, 2 депутатов. Я говорю, слушай, что там депутаты будут делать, если они не в комиссии, не в теме? Я говорю, я вам дам 2 кандидатуры членов комиссии, работающие, существующие. Назвал бара своего зама, который немножко... А себя почему не включили? Себя почему не включили? Говорю, я в рабочей группе, я что должен делать, Аслан Георгиевич? А кто там? Эта рабочая группа, внутри вот этой комиссии, можно 5 рабочих групп создать. Дорогие депутаты, милые мои зрители, я хочу поблагодарить Аслана Георгиевича за то, что принял наше приглашение. Много вопросов, конечно, не все мы... не озвучены эти вопросы, не все. Но я надеюсь, что у нас будут впереди встречи. Я хочу поблагодарить Аслана Георгиевича за то, что принял наше приглашение. Много вопросов, конечно, не все мы не озвучены эти вопросы, не все. Но я надеюсь, что у нас будут впереди встречи. Надо с нашими людьми говорить.
вот так открыто. И в конце, последним пунктом я хочу просить журналистов. Как видите, все было здесь деликатно. Все пошло как нормально в рабочей обстановке. Что вы там взяли ножницы, и чтобы вы не издевались над парламентом, над всем присутствующим, дайте все как есть.